15 по 22 июля, по сообщению синоптиков, в Ингушетии будет очень жарко, до 36 градусов. Врачи рекомендуют поберечь свое здоровье, особенно людям с хроническими заболеваниями. Как не получить солнечный удар, справиться с головокружением, да и просто не обгореть под палящим светилом, поинтересовалась Диана Дударова. Лето всегда ждут с нетерпением. Шашлыки, прогулки, легкая одежда, хорошее настроение. Плюсов много. Правда, когда столбики термометра начинают зашкаливать, жаркая погода представляет угрозу здоровью человека. Если сельчане еще могут укрыться в тени деревьев, горожанам приходится сложнее. Ведь асфальтовые покрытия только усугубляют ситуацию. Находиться под солнцем при такой высокой температуре можно до 11 часов дня и после 5 вечера. Долгое пребывание под таким активным солнцем в опасные часы, как мы сказали, это период с 12 до 4 часов дня, может вызывать различные заболевания. И самое неприятное из них – это рак кожи. Опасна жара для пожилых людей, детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Из-за обильного потоотделения в аномальную жару нарушается водный и солевой баланс в организме. В результате ухудшается питание мышечных клеток и работоспособность организма. Увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов. Из-за низкого давления нарушается полноценное функционирование внутренних органов, что приводит к, может быть, нейроциркуляторной дистонии, нарушение функции эндокринного характера, нарушение функции надпочечников. Нелегко приходится в жаркую погоду гипотоникам и гипертоникам. Пока на улице перепады температуры, в их организме скачет давление. Чтобы улучшить состав крови, врачи им советуют соблюдать диету и режим, исключить из питания жирное, жареное, копченое, есть печень, ягоды, сезонные фрукты. Гипертоники отмечают скачки давления вверх, а у гипотоников, наоборот, оно падает. Гипертоники, они все равно должны соблюдать назначение своего лечащего врача, всегда носить свои лекарственные препараты с собой и не забывать носить с собой небольшую бутылочку с водой. А у гипотоников, когда у них снижается давление, они начинают отмечать резкие головные боли, шум в ушах, раздражительность, потливость, помутнение сознания. Очень часто результатом долгого пребывания под солнцем становится тепловой и солнечный удар, в результате которого повышается температура, учащается пульс, головокружение и тошнота. Нередко теряют сознание, начинаются судороги. Первой помощью является употребление жидкости. Пить ее стоит небольшими глотками, не залпом, но в достаточном количестве. Ну и при необходимости необходимо вызвать скорую или обратиться в медучреждение. Обильное питье позволяет предотвратить обезвоживание организма. В больших объемах следует пить только вечером и утром. Предпочтение стоит отдавать минеральной воде, советует врач-невролог Людмила Евлоева. Употребление минеральной воды способствует восполнению не только жидкости, но и необходимых микроэлементов. Отказаться нужно от газированных сладких напитков, так как, во-первых, это плохо снимает чувство жажды и к тому же дает дополнительную негативную нагрузку на печень и почки. Еще одним спасением в знойную погоду многие считают водные процедуры. Медики не рекомендуют нырять в холодную воду и принимать ледяной душ. Это может спровоцировать спазм сосудов сердца, поэтому лучше принимать теплый душ. Загорать тоже советуют с соблюдением всех мер предосторожности. Аномальная жара опасна и тем, что появляется повышенная солнечная активность. И из-за этого нельзя находиться под прямыми солнечными лучами в период от 12 до 16 часов дня. В знойные дни все торопятся поскорее попасть в помещение, охлажденные кондиционером, либо включить его на полную мощность в автомобилях. Многие даже не подозревают, что такая резкая смена температуры отрицательно влияет на тонус сосудов и организм в целом. Поэтому, когда резкие такие перепады, нужно настраивать кондиционер на такую температуру, чтобы в помещении было не слишком холодно, когда вышел, ты прям тебя паром ошпарил,
а такую умеренную, там 19-20 градусов хотя бы. Метеочувствительным медики советуют следить за прогнозом погоды. Когда температура воздуха начнет превышать отметку 30 и начнут задаваться вопросом, как пережить жару, помнить о самых действенных и простых правилах. Ограничить пребывание на солнце, снизить физические нагрузки, правильно подбирать одежду, организовать водно-питьевой баланс и скорректировать питание. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24.